Обзор экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 66,50, за евро 73,06. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгоднее всего покупка доллара в Восточном банке 66,10. Лучший курс продажи в Азиатско-Тихоокеанском банке остановился на отметке 66,42. Что касается евро, то выгодная покупка в Восточном банке 72,90 и продажа также в Восточном банке 73,35, сообщает сайт Банки.ру. Ленский мост, поддержка семей и молодежи, решение транспортных проблем. Эти и многие другие вопросы по развитию Дальнего Востока, в частности Якутии, озвучил глава региона Айсен Николаев на заседании Президиума Госсовета под председательством Владимира Путина. Заседание прошло во Владивостоке. Подробности у Саргаланы Захаровой. Саргалана, приветствую, тебе слово. Да, Юлия, здравствуй. 4 сентября во Владивостоке глава республики Айсен Николаев представил Президиуму Госсовета России проект национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035. Он озвучил основные достижения за последние годы, но большое внимание уделил предложениям по дальнейшей работе. Так, на сегодня одни из наиболее волнующих жителей вопросы – это образование и улучшение его качества, создание условий для самореализации молодежи и поддержки молодых семей. Мнения дальневосточников собирали на общественных слушаниях. В них приняли участие 230 тысяч человек. Кроме того, на специальный сайт поступило 16,5 тысяч предложений. Как отметил Айсен Николаев, это самый масштабный пример вовлечения граждан и к принятию важнейших решений. Что же касается образования, то здесь планируют создать условия для молодых людей, которые готовы остаться жить и работать на Дальнем Востоке. Совместно с крупнейшими предприятиями мы будем создавать систему центров опережающей профессиональной подготовки. На мировой уровень должны выйти флагманы высшего образования, Дальневосточный и Северо-Восточный федеральные университеты. Нужны и специальные меры, например, бесплатное обучение в лучших вузах России и мира молодых людей, связывающих свое будущее с Дальним Востоком. Статистика. Отток из округа происходит как раз среди молодого и работоспособного населения от 16 до 30 лет. Немаловажное влияние оказывают отдаленность региона, высокие цены на жилье, дорогие цены на авиабилеты. А значит и невозможность путешествовать и развиваться. Глава региона предложил повысить мобильность молодежи как с поддержкой самих работодателей, так и государства. Со своей стороны, государство может начать субсидировать региональные авиаперевозки, расширить до 30 лет возрастной ценз субсидирования магистральных перелетов. Также для молодых людей сегодня очень важен новый тип мобильности, цифровой, поэтому цифровая трансформация Дальнего Востока должна идти по принципу цифрового преимущества как компенсация географической удаленности. Самый острый вопрос – жилищный. Здесь предлагают два пути решения этой проблемы. Строительство арендного жилья и ипотека без первоначального взноса под 2% годовых на весь срок кредита. Стоит отметить, что на сегодня самая низкая процентная ставка составляет 6% для молодых семей с 2 и более детьми. Говоря о семьях, Айсен Николаев подчеркнул необходимость их поддержки выплатами при рождении детей и 100% доступности мест в современных детских садах и школах. Не обошли вниманием и тему строительства моста через реку Лену. Самый животрепещущий вопрос для якутян. Его ввод позволит соединить такие крупные объекты транспортной инфраструктуры, как Амуро-Якутская железнодорожная магистраль, 3 федеральные дороги, 5 региональных автомобильных дорог, Якутский речной порт и международный аэропорт Якутска. А к 2025 году круглогодичная транспортная доступность населения республики увеличится с 21% до 83%. Как глава крупнейшего региона не могу не сказать о значении моста через Лену в районе города Якутска. Его строительство соединит пространство Дальнего Востока и Арктики, рассеченные Великой рекой от Байкала до Ледовитого океана. Прямое сокращение только бюджетных затрат на северный завоз у нас составит свыше 4 миллиардов рублей. Безусловно, программа требует немалых вливаний. Глава региона предложил рассмотреть в качестве одного из источников финансирования часть нефтегазовых доходов, которые поступают в Фонд национального благосостояния из Дальнего Востока. Эта сумма составляет более 40 миллиардов рублей в год. За 6 лет действия национальной программы до 2025 года она достигнет 245 миллиардов. А это 11% потребностей финансирования из федерального бюджета.
Также на заседании прозвучали темы медицины и здравоохранения, результатов реализации программы сноса аварийного жилья, доступности ценностей российской и мировой культуры. В заключение Айсен Николаев отметил, что у Дальнего Востока есть шансы стать центром высокой культуры, сотрудничества и консолидации, местом притяжения миллионов людей. И это все возможно уже в ближайшие годы. Юлия, у меня на этом все. Спасибо, Саргалана. Восточный экономический форум во Владивостоке продолжает свою работу. Что в эти минуты происходит на полях мероприятия, расскажет мой коллега с места событий Иван Лазаренко. Иван, приветствую, тебе слово. Юля, приветствую. Сегодня начал свою работу второй день Восточного экономического форума. И для Республики Саха-Якутия он начался подписанием двух очень важных соглашений с компанией «Алроса». Первое соглашение связано со строительством высоковольтной линии по маршруту Сунтар-Нюрба. На второе соглашение предусматривает сотрудничество в области газификации поселка Удачный Мирнинского района. План мероприятий на сегодняшний день, как всегда, насыщенный. О следующих мы расскажем в следующих включениях. Ну а пока хочется отметить, что организаторы Восточного экономического форума для участников и гостей предусмотрели не только деловую программу, но и спортивную. Например, накануне сборная России выиграла у сборной Японии по сумо со счетом 5-2. А сегодня до обеда прошли соревнования по баскетболу среди региональных команд. Помимо этого, на площадке форума проводится чемпионат по игре ГО, в котором принимает участие глава нашей республики Айсен Сергеевич Николаев. И прямо сейчас вы можете на своих экранах увидеть, как это все происходит. Было очень приятно здесь присутствовать. Даже виртуально я свой шаг сделал, а финально не сделал. Значит, я выиграл. И играть легко. Вырабатывайте себе, на самом деле, стратегическое мышление. Прекрасная игра. Замечательная игра. Древняя игра. Я очень рад, что сегодня этот матч состоится. Большое спасибо организаторам и больших успехов. Вы можете подойти, задать свой вопрос Сергею Николаевичу, Виталию Натановичу. У нас пресс-подход. Игра обязательно состоится в самые ближайшие минуты. Как известно, одна партия может длиться от 10 минут до нескольких часов. О результатах игры Айсена Сергеевича Николаева мы сообщим по ее завершению. Юля, тебе слово. Спасибо, Иван. Я напомню, во Владивостоке на Восточно-экономическом форуме работает мой коллега Иван Лазаренко. Ну а о ключевых событиях этого форума расскажет моя коллега Нюргуяна Иванова. Все подробности у нее. Нюргуяна, что запланировано сегодня? Юлия, второй день форума будет не менее насыщенным, чем первый. Ключевым событием этого дня, конечно же, станет выступление Владимира Путина на пленарном заседании. Также участие примут президент Монголии, премьер-министры Индии, Японии и Малайзии. Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нюргуяна Иванова и обзор главных событий Восточного экономического форума. По меньшей мере 60% японских бизнесменов считают российский Дальний Восток привлекательным для инвестиционных проектов. Об этом на бизнес-диалоге «Россия-Япония» в ходе Восточного экономического форума заявил руководитель Японско-российского экономического комитета Кайдан Рен и председатель Совета директоров Марубени Корпорейшн Теруо Асада. По его словам, на Дальнем Востоке необходимо дальнейшее налаживание инфраструктуры, в особенности с точки зрения строительства складских площадей в портах, повышения инвестиционной привлекательности, предоставления дополнительных налоговых льгот и обеспечения поддержки бизнесменов, сделавших инвестиции. В продолжение темы глава Якутии предложил наделить многофункциональные центры правами по защите бизнеса. По его словам, это позволило бы в досудебном порядке решить проблемы во взаимодействии бизнеса с государством. Я считаю, что они уже должны стать единым центром взаимодействия очного граждан с государством, ну и надо их наделять полномочиями по правовой защите бизнеса. Я считаю, что это вполне возможно, и на самом деле, как и бизнес говорит, и МФЦ мне об этом тоже докладывают, это на самом деле способно в досудебном порядке уже ряд таких проблемных точек по взаимодействию малого, в первую очередь, бизнеса с государством решить.
Власти Якутии намерены сохранить на прежнем уровне программу региональных облигационных займов. Согласно исследованию АКРА, на Дальнем Востоке наблюдается значительный нереализованный потенциал с точки зрения выпуска облигаций. На Дальневосточном федеральном округе приходится лишь около 5% обращающихся на рынке облигаций региональных органов власти. При этом регулярно размещает облигации только Якутия. Напомним, в мае 2019 года Якутия разместила облигации госзайма объемом 7 миллиардов рублей. Это рекордный объем за всю 24-летнюю историю эмиссии облигаций. В результате республика получила 7-летний заем с процентной ставкой 8,59%. Впервые Якутия выпустила облигации в 1995 году. Якутия исполнила поручение президента страны и вошла в топ-30 регионов инвестиционной привлекательности. Напомним, президент страны Владимир Путин дал соответствующее поручение субъектам Дальневосточного федерального округа до 2020 года. У нас также с вами есть поручение президента всем регионам Дальнего Востока в 2020 году войти в топ-30 рейтинга инвестиционного климата. В этом году мы на площадке Петербургского экономического форума представляли результаты, и у нас Саха-Якутия и Камчатский край уже вошли в топ-30 регионов лучших по оценкам предпринимателей бизнеса, которые работают на Дальнем Востоке. Росатом может построить в Якутии атомную электростанцию малой мощности. Она предназначена для энергообеспечения изолированных или отдаленных территорий и потребителей. Соответствующее соглашение заключили в рамках ВЭФ, госкорпорация «Росатом» и правительство Республики Саха-Якутия. Стороны договорились о взаимодействии по вопросам подготовки технико-экономического обоснования, проведения проектно-изыскательских работ, разработки финансовой модели проекта и определения площадки для размещения АЭС малой мощности на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200 на территории Якутии. Программу государственно-частного партнерства при строительстве социальных и инфраструктурных объектов расширят в Якутии. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев на полях Восточного экономического форума. Говоря о механизме ГЧП, он отметил, что республика является одним из лидеров по Дальнему Востоку и стране по реализации таких проектов. Всего реализуются проекты на сумму порядка 15 миллиардов 600 миллионов рублей. Кроме того, Айсен Николаев сообщил, что проект строительства моста через реку Лену также рассматривается с точки зрения частной концессионной инициативы. Мы продолжаем следить за развитием событий на Восточном экономическом форуме. Подробности в следующих выпусках. Юлия, на этом у меня все. Спасибо, Ниргуяна. Якутия активнее других субъектов в Дальневосточном федеральном округе занимается развитием цифровых сервисов в городском хозяйстве. Такое мнение высказал журналистам в четверг министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на Восточном экономическом форуме. Что касается Дальнего Востока, у нас активную позицию занимает Якутия в этом направлении. Они очень активно двигаются в развитии цифровых сервисов в городском хозяйстве, сказал министр. Он напомнил, что Минстрой реализует проект «Умный город», составляющий частью которого является создание комфортной городской среды. По его словам, с руководством Якутии достигнута договоренность, что в ближайшее время в Якутии пройдет форум, в том числе с субъектами Дальнего Востока. Переходим к другим темам. Путевки оплачены, но путешествие отменяется. Жертвами мошенников в Мирном стали клиенты компании «Горящие путевки». Приходя в офис фирмы, люди видят только закрытые двери. И, по всей видимости, купленные горожанами туры недействительны. В списке пострадавших числится 30 человек, а сумма хищений составила 3 миллиона рублей. Сюжет Марферины Алексеевой. Обманутые туристы один за другим сталкиваются об закрытые двери. С каждым часом число пострадавших от мошенников стремительно увеличивается. Вы объединяете все в кучку. Пойдемте в полицию. Вы серьезно, да? Я серьезно. Где бы? Вчера в социальных сетях появилось объявление с надписью «Аннулировали путевки и выключили телефоны». Как рассказывают пострадавшие, как только подошло время получения путевок, менеджер турфирмы скрылась и не выходит на связь. Живем на севере. Целый год работаем, готовимся, чтобы съездить на море отдохнуть. У меня жена, 3 маленьких детей, приобрели путевки. И так получилось, что долетели только до Новосибирска, и потом просто турагентство перестало нам отвечать на звонки, то есть на СМС. И в итоге мы весь месяц провели в Новосибирске, так как у нас обратные билеты были только на конец месяца куплены.
Спохватились клиенты, которые приобрели путевки на отпуск в осеннее и даже зимнее время. Билеты оплачены, и до сегодняшнего дня люди, ничего не подозревая, с радостью ждали отпуск. Подтверждение о броне билетов и остальной пакет документов клиенты должны были получить позже. Приобрел путевки в июне месяце, отдал приличную сумму денег за них. До вылета осталось мне буквально 10 дней. Как оказывается, что вылет не состоится. Я пришла узнать, и здесь все закрыто, на номер никто не отвечает. Мы не знаем, что нам делать, лететь ли нам, не лететь. По номеру горячей линии федерального туроператора специалисты сообщают, что ответственность за предпринимателей не несут. Единственное, что могут сделать обманутые клиенты, это написать негативный отзыв. На данный момент пострадавшие продолжают писать заявления в полицию. Также написано коллективное заявление в прокуратуру. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Житель Сунтарского района обвиняется в даче ложных показаний. Как сообщает прокуратура региона, во время рассмотрения уголовного дела его друга, обвиняемого в вождении в нетрезвом виде, из-за чего погиб человек, он соврал, что подсудимый не выпивал. Также привел иные обстоятельства ДТП, свидетельствующие якобы о его невиновности. Его показания были признаны недостоверными, поскольку противоречили другим доказательствам, а также показаниями другого свидетеля. В результате подсудимого все же признали виновным, а что стало с его другом, который дал ложные показания, расскажет мой коллега Юрий Осипов. Юрий, тебе слово. Да, Юлия, в его отношении также возбудили уголовное дело, по результатам рассмотрения которого его признали виновным и приговорили к 360 часам обязательных работ. Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Можно ли считать преступником алкоголь, ведь он так часто звучит в оперативных сводках? Так, очередное распитие закончилось возбуждением уголовного дела. В дежурную часть полиции Мегино-Кангаласского ЛУСа обратился врач районной больницы. Он сообщил, что к ним поступила женщина с колото-резанным ранением ноги. Под подозрение попал безработный 46-летний сожитель раненой. Выяснилось, что в тот день у них дома собралась компания и, как водится, выпивала. После того, как гости разошлись, потерпевшая стала высказывать сожителю претензии, что привело к ссоре. Во время конфликта женщина взяла в руки нож и стала угрожать, что нанесет себе увечья. Тогда рассерженный мужчина отобрал у нее нож и сам воплотил ее угрозу, ударив потерпевшую в ногу. Правоохранители возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Теперь сожителей может разлучить не только взаимное недопонимание, но и железные решетки. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Мошенники крайне изобретательны в своих методах. Они изучают свою жертву и играют на ее доверии. Жительница Нерюнгри рассказала полицейским, что стала одной из жертв дистанционных мошенников. Она оставила заявку на получение займа. После этого ей позвонил неизвестный, который представился специалистом банка и сообщил, что ее заявка на получение 1 миллиона рублей одобрена, и уточнил, что они оформят все документы дистанционно. Чуть позже он вновь перезвонил и сказал, что прежде чем получить деньги, ей необходимо заплатить ежемесячную сумму займа в размере 16 тысяч рублей. После этого мужчина назвал номер счета, на который женщине нужно было перевести эти деньги, что она и сделала. На этом звонки не прекратились. В дальнейшем с потерпевшей связывались специалисты якобы из службы безопасности, отдела логистики и отдела кредитования, которые под различными предлогами, начиная от страхового депозита, заканчивая услугами курьера, который якобы доставит ей банковскую карту, выманивали разные суммы денег. В итоге она не получила миллиона, а потеряла 76 тысяч рублей. Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Несмотря на то, что летние деньки закончились и велосипедный сезон подходит к концу, сезон охоты на двухколесный транспорт все еще продолжается. Жертвой угонщиков стал житель Намского района. Подозреваемого в преступлении установили, им оказался 15-летний подросток. Несмотря на свой юный возраст, он уже был ранее судим за кражу. Установлено, что молодой человек заранее приметил велосипед потерпевшего. И в день происшествия подозреваемый зашел в подъезд, где, как он уже знал, находился приглянувшийся ему транспорт. Подойдя ближе, злоумышленник заметил, что велосипед плохо пристегнут закрепляющим устройством. Легко расстегнув крепежный механизм, подросток похитил велотранспорт и скрылся. Он спрятал похищенный велосипед в заброшенном дворе. Свой поступок он объяснил тем, что решил восстановить справедливость. У него в прошлом году был похищен велосипед, и он хотел таким образом снова его вернуть.
Бывший директор Кындальской начальной школы детского сада Чурапчинского района обвиняется в присвоении крупной суммы денег. По сообщению прокуратуры, он похитил бюджетные деньги, выделенные на ремонт системы отопления школы. Установлено, что в сентябре 2017 года бывший директор заключил договор по прокладке в образовательном учреждении тепловых сетей на общую сумму более 300 тысяч рублей за счет районного бюджета. Но вместо ремонта школы он направил подрядчика проводить работы по прокладке тепловых сетей на территории частного дома, принадлежащего его матери. Следует отметить, что в ходе следствия обвиняемым причиненный ущерб был возмещен в полном объеме. Сейчас уголовное дело направили в суд. Законопроект об экстрадиции, вызвавший затянувшиеся протесты в Гонконге, отозван. Об этом в среду сообщила Кэрри Лам, глава административного района Китая. Удержит ли это активистов от новых протестов? Вопрос открытый. За месяцы ожесточенных столкновений с полицией у них накопилось немало претензий к властям. Подробности в репортаже Никиты Конева. Власти Гонконга отзывают резонансный законопроект, из-за которого последние несколько месяцев в специальном административном районе Китая продолжаются протесты. Об этом в среду объявила Кэрри Лам. Гонконг и материковый Китай существуют в рамках принципа «одна страна, две системы». Что, среди прочего, означает, между ними нет соглашения об экстрадиции. А этот документ позволял бы правительству города передавать материковому Китаю подозреваемых. Однако правозащитники и активисты уверены, эти меры необходимы, чтобы разбираться с оппозиционерами. Демонстрации и марши идут с марта, и большинство заканчивались ожесточенными стычками с полицией. Лам подчеркнула, агрессивные действия активистов вредят Гонконгу. Жители Гонконга, затянувшееся насилие наносит ущерб самим основам города, потому что небольшая группа людей пытается бросить вызов принципу «одна страна, две системы». Они вредят собственности центрального правительства, базирующейся в Гонконге, сжигая и повреждая национальные флаги и эмблемы. Эта акция подталкивает нас к крайне опасной ситуации. Казалось бы, новости об отказе от закона должны были обрадовать жителей, но те встретили сообщения со скепсисом. За последние месяцы у них появились новые претензии к руководству, в частности, из-за задержания активистов и чрезмерно жестоких действий полиции. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя. Юлия, это были самые интересные события на этот час. Увидимся в следующих выпусках. Спасибо, Юра. У нас срочная новость, которая в эти минуты проходит по лентам информагентств. Пассажирский поезд сошел с рельсов в Японии после столкновения с грузовиком. Инцидент произошел на одном из железнодорожных переездов в городе Йокогама, недалеко от Токио. К месту столкновения направляются спасательные службы. Точной информации о пострадавших на данный момент не приводится. Якутские боксеры готовятся к чемпионату Дальнего Востока. Турнир пройдет на следующей неделе в Комсомольске-на-Амуре. Как идут тренировки якутской команды, рассказывает Сусанна Рожина. Все лето якутские боксеры тренировались на базе Маннетах. И сейчас в Центре спортивной подготовки «Триумф» проходит последний тренировочный этап – сгонка веса и контрольные бои. Было 2 летних лагеря на спортбазе Маннетах Центра спортивной подготовки. И заключительный этап здесь в «Триумфе». Количество 23 человек. Мы 2 недели готовимся к чемпионату Дальневосточного федерального округа. Вот сейчас как раз идут спарринги. Ну, это как предсоревновательная практика. И мы смотрим, там выявляем сильнейших, кто как готов, кто лучше. Ну и кто боксирует тактичнее, умнее. За путевками поедут лишь 7 или максимум 8 спортсменов. При этом тренеры делают ставку именно на легкие и на легчайшие веса, где мы можем точно завоевать путевки на чемпионат России. Потому что мы в маленьких весах, у нас боксеры сильнее, и мы можем сдваивать. Как показывает практика, завоевываем путевки в маленьких весах. Это 49, 52, 56, 60. Основными соперниками сами боксеры видят спортсменов из Бурятии. Хотя тренеры утверждают, что это не так, и якутские боксеры ничем не уступают другим спортсменам. И у наших ребят есть все шансы и перспективы достойно выступить на ринге. Сейчас уже к Дальнему Востоку подключились Республика Бурятия. И вот будем соперничать. Вылетать будем 8 сентября. У меня сейчас в данный момент вес 58, где-то так, еще 2 килограмма есть.
Дисциплина, спортивное упорство, тренировки и личная мотивация позволят нашим спортсменам показать лучшие результаты на Дальнем Востоке. Сусанна Рожина, Джулус Иннокентьев, Якутск. Российский боец смешанных единоборств ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев проведут поединок по правилам бокса. К нам присоединяется мой коллега Андрей Мухоплев. Андрей, тебе слово. Приветствую, Юлия. Организаторы, скорее всего, хотят от этого боя получить настоящее шоу. Также добавлю, что пауэрлифтер Михаил Кокляев никогда не выступал в единоборствах. Но об остальном по порядку. Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Российский боец смешанных единоборств ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев проведут поединок по правилам бокса. Об этом сообщили организаторы поединка. Поединок пройдет в боксерских перчатках. Будет 4 раунда по 3 минуты. Ранее стало известно, что Емельяненко и Кокляев уже подписали контракт на бой. Емельяненко является профессиональным бойцом ММА. Он не имеет постоянного контракта ни с одной из организаций. Кокляев начинал свою спортивную карьеру в тяжелой атлетике, а позднее участвовал в соревнованиях «Стронг». Однако он никогда не выступал в единоборствах. Бой планируется уже на осень. Московский «Спартак» в гостях со счетом 5-2 победил ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Во втором периоде спартаковцы забросили 4 шайбы за 5 минут. «Спартак» одержал первую победу в гостях над «Локомотивом» с сентября 2013 года. Тогда столичный клуб победил в серии буллетов со счетом 2-1. Всего команды провели между собой 70 матчей в российских турнирах. «Локомотив» одержал 39 побед. «Спартак» победил в 25 матчах. Еще 6 встреч завершились в ничью. В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским «Динамо» 6 сентября. «Локомотив» в этот же день примет нижегородское «Торпедо». Мужская сборная России по баскетболу потерпела первое поражение на Кубке мира в Китае, уступив команде Аргентины со счетом 61-69 в заключительном матче предварительного этапа. Встреча прошла в китайском Ухане. Самым результативным игроком матча стал аргентинец Факундо Кампаццо. У россиян больше всего очков набрал Андрей Зубков. Несмотря на поражение, россияне вышли во второй групповой раунд. На предварительном этапе они одержали победы над командами Нигерии и Южной Кореи. По итогам Кубка мира 7 команд завоюют олимпийские лицензии на игры 2020 года. Московская «Динамо» дома переиграла одноименную команду из Минска со счетом 3-2 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве на ВТБ-арене. 40-летний нападающий хозяев Максим Афиногенов вышел на лед впервые с 24 сентября 2018 года, когда он получил травму в матче против казахского Борыса. А 19-летний нападающий гостей Андрей Павленко дебютировал в матчах КХЛ. В пятницу московская «Динамо» сыграет дома со столичным «Спартаком». В тот же день минская «Динамо» на выезде встретится с Сочи. В Берлине стартовал главный турнир сезона по киберспортивной дисциплине Counter-Strike Global Offensive. Участие в чемпионате приняли 24 команды со всего мира, которые разыграют призовой фонд в размере $1 миллиона. Сегодня начинаются матчи плей-офф на Mercedes-Benz-арене. Вместимость 17 тысяч зрителей. По словам организаторов, все билеты были раскуплены за месяц до события. После отборочных встреч 8 команд разыграют титул чемпиона и большую часть призового фонда в плей-офф по олимпийской системе. В число финалистов попала украинская организация «Нави», выступающая под российским флагом, в состав которого входят 3 представителя России и 2 с Украины. Ближайший матч «Нави» пройдет против фаворитов турнира американской команды Energy завтра в 22:00 по местному времени. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках. Юлия, у меня на этом все. Вот такие новости спорта. Тебе слово. Спасибо, Андрей. Сегодня во всем мире отмечается День благотворительности. Наш корреспондент Ульяна Шагина сейчас находится в 17-й школе города Якутска. Учителя и ученики учебного заведения являются одними из самых активных благотворителей в Якутске. Ульяна, приветствую. Мы ждем включения. Чуть позже мы вернемся к этой новости. А сейчас переходим к мировым новостям. Французские власти выделяют 5 миллионов евро на борьбу с домашним насилием, рассказывает Никита Конев. Французские власти запускают новую программу по борьбе с домашним насилием. На нее правительство выделит 5 миллионов евро. Эти средства пойдут на создание новых мест, где пострадавшие могли бы укрыться от своих преследователей.
Кроме того, запустят проверку органов безопасности, чтобы выявить нарушения при рассмотрении жалоб на подобные преступления. Такие меры озвучил премьер-министр Франции Эдуард Филипп на форуме, посвященном ситуации вокруг домашнего насилия. Проблема приобрела в стране серьезный масштаб. Активисты говорят о феминициде. Только с начала года собственными партнерами была убита 101 женщина. Когда нынешний или бывший спутник буквально не дает дышать, а после уходит безнаказанным, все общество не просто страдает, оно задыхается. Настало время гарантировать всем французским женщинам право жить свободно, с их партнерами или без них. Справедливость должна восторжествовать. Это большая работа, это чрезвычайная ситуация, и я обещаю, мы обязательно найдем решение. Однако правозащитники утверждают, что средства, выделенные Парижем, ничтожно малы. По их словам, сумма, необходимая для решения проблемы, начинается от $500 миллиарда евро. Крупнейшая в США сеть магазинов откажется от продажи патронов для пистолетов и штурмовых винтовок. Walmart пошел на такой шаг после нескольких случаев массовой стрельбы, которые произошли этим летом. Подробности далее. Walmart, крупнейшая в США сеть магазинов, больше не будет продавать боеприпасы для пистолетов и штурмовых винтовок в своих торговых точках. Об этом объявили в руководстве компании. В последнее время Walmart находится под постоянным давлением. После каждого шутинга, стрельбы с массовыми жертвами, активисты и правозащитники говорят о том, как просто в Соединенных Штатах достать оружие и патроны. А крупнейший продавец подобных товаров как раз Walmart и есть. М-16 в их супермаркетах не так давно можно было купить неподалеку от отдела с бакалеей. Компания уже отказалась и от пистолетов, и от штурмовых винтовок на своих прилавках. Теперь пришла очередь боеприпасов. В руководстве сети отметили, что пошли на такой шаг из-за нескольких массовых убийств, которые произошли в последние месяцы. В частности, после стрельбы в одном из магазинов в Техасе, где погибли 22 человека. В Германии в четверг отмечают 70-летие популярного фастфуда «Карри-вурст» – жареные сардельки, политые кетчупом с добавлением порошка карри. Считается, его изобрела в послевоенные годы владелица закусочной, с которой английские солдаты делились привозными специями. Продолжит Артем Сторонов. 4 сентября 1949 года Герти Хойвер, державший небольшую закусочную в Шарлоттенбурге, впервые пришла в голову идея добавить к обычной жареной сосиске индийскую приправу карри, вустерский соус и кетчуп. Именно в этот момент, как считают в Германии, на свет появился один из самых известных немецких фастфудов – карри-вурст. Экзотическая смесь быстро завоевала популярность у неискушенных после окончания Второй мировой войны горожан. В течение нескольких лет киоски, в которых продавалось блюдо, начали появляться по всему Берлину, а затем и по всей стране. Да и по сей день карри-вурст в Германии пользуется не меньшим спросом, чем 70 лет назад. Для приготовления блюда используются сардельки из мелко рубленной свинины, иногда с добавлением говядины, в кишке и без нее. Их жарят в кипящем масле до образования характерной корочки, затем нарезают на кусочки, обильно поливают кетчупом и посыпают порошком карри. Классическим гарниром считается картофель фри, в который также добавляют карри. Абсолютно супер. Просто фантастика. Здесь отличные сосиски. Ел бы их каждый день. Берлин невозможно представить без карри-вурста. Честно говоря, я думал, ему гораздо больше 70. Мои поздравления. К предыдущему 60-летнему юбилею блюда в Берлине даже открылся музей, посвященный карри-вурст и всему, что с ним связано. Каждый год в Германии съедают около 800 миллионов этих сочных сосисок. Оливковые черепахи в Эквадоре в поисках безопасных и удаленных от человеческих развлечений пляжей ищут новые места для откладки яиц, рассказывает Елена Островская. Нашествие новорожденных черепах. Жители тихого прибрежного города Саме в Эквадоре никогда не видели едва вылупившихся рептилий на собственном пляже. Но с каждым годом редкие морские оливковые черепахи вынуждены искать себе новые места для откладки яиц, говорит муниципальный руководитель службы защиты окружающей среды.
Это необычно, ведь на пляже в Саме черепахи сроду не устраивали гнезда. Вероятно, они перебрались сюда, поскольку их обычные места для кладок стали слишком оживленными и освещенными. А здесь практически частная территория, и подсветку включают редко. Пляж города Саме окружен летними домиками, куда эквадорцы приезжают только в сезон. Поэтому большую часть времени здесь темно и тихо. Идеальные условия для гнездовья оливковых черепах. Самых маленьких из 7 видов своих морских сородичей. Из-за небольшого размера новорожденные рептилии зачастую становятся легкой добычей браконьеров, рассказывают местные зоозащитники. А сердобольные туристы, к тому же, пытаясь помочь малышам добраться до воды, ломают им хрупкие конечности. Экологи призывают людей, увидевших вылупившихся черепашек, держаться подальше. Природа вполне способна сделать все сама. Это были все мировые новости. А мы возвращаемся к новостям из Японии, где около часа назад произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Напомню, инцидент произошел в городе Кагама, который расположен по соседству с Токио. По последней информации агентства Киода пострадали по крайней мере 17 человек. На месте работают спасатели. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Возвращаемся к Дню благотворительности. В здании 17-й школы находится наш корреспондент Ульяна Шагина. Ульяна, приветствую, тебе слово. Юлия, добрый день. Действительно, сегодня Международный день благотворительности. С инициативой учреждения этого дня выступило правительство Венгрии. А дата проведения приурочена к дате смерти Терезы Калькутской. Это известная миссионерка, католическая монахиня, которая на протяжении полувека помогала больным, обездоленным и сиротам. Якутия, наверное, одна из самых благотворительных регионов. Здесь часто проводятся различные акции, концерты в помощь нуждающимся детям и семьям. У многих из нас в копилке, наверное, есть... В копилке добрых дел есть помощь больным, детям и взрослым. В республике сегодня работают, напомню, 6 благотворительных фондов, такие как «Праздник жизни», «Харысхал», Международный фонд «Дети Саха-Азии», региональное бюро Русфонда, «Кладезь Якутии» и «Семья для ребенка». Их работа заключается в том, чтобы в максимально короткий срок собрать денежные средства и перечислить их в помощь нуждающимся семьям. Они проводят различные утренники, акции, концерты, велопробеги и другие спортивные мероприятия. Помощь оказывается детям и семьям, и в первую очередь в реабилитации и социальной адаптации, а также в лечении не только в России, но и в других городах мира. Некоторые из этих фондов помогают не только больным, но и детям-сиротам, погорельцам. В общем, миссия фондов очень широка. Они собирают не только деньги, но и игрушки, продукты питания. Главная их цель – поддержать людей и семьи в трудной жизненной ситуации. Мы сегодня находимся в школе номер 17. И неспроста. Это одна из самых, наверное, благотворительных школ в Якутске. Является очень общественной школой. Благотворительностью школа занимается уже на протяжении многих лет. Все началось с помощи Алёши Иеремееву. Тогда удалось с помощью детей, с помощью школьников и родителей собрать более 200 тысяч рублей на реабилитацию Алёши в Китае. У Алёши, напомню, диагноз детский церебральный паралич. С тех пор школа ежегодно проводит различные акции, собирает деньги для помощи нуждающимся семьям. 3 года назад школа провела акцию «Храброе сердце». Тогда удалось собрать 300 тысяч рублей для лечения и реабилитации Арины Ефимовой. Напомню, у Арины диагноз онкология. Сейчас она учится в этой же школе в 5 классе и чувствует себя хорошо. И рядом со мной Оксана Борисова, одна из создателей благотворительности в этой школе. Вот уже на протяжении многих лет она вместе с детьми организовывает различные акции. Оксана, расскажите, пожалуйста, откуда пришла идея помогать нуждающимся и насколько активны современные дети в таком добром деле? Ну да, вот действительно где-то лет 5 назад семья нашей ученицы, семья Еремеевых, очень нуждалась в помощи. И мы как-то сели и подумали, как же помочь. И вот пришла такая идея с помощью наших родителей, звезд эстрады, наших учащихся. У нас очень много ансамблей, да, поющих, танцующих детей очень много. Мы устроили большой концерт на сцене культурного центра «Сергелявские огни». И тогда,
важно то, что помогают, участвуют все дети, да? Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то продает билет, кто-то участвует на ярмарке. И тогда нам удалось собрать более 200 тысяч. Это была такая большая первая акция. И с тех пор нам пришла идея вот такие акции устраивать ежегодно, потому что семьи, которые нуждаются в такой помощи, есть у нас, да, есть дети, которые действительно нуждаются вот в реабилитации, в лечении, да, и когда сидит полный зал, и потом в конце акции выходят родители благодарные, говорят слова благодарности. Вот, наверное, вот это самое главное, да, что вот участие принимает каждый, и каждый видит. И нам сейчас очень, например, радостно смотреть, как наши дети вот рядом с нами учатся. Например, та же Арина, да, в 5 классе, она здорово учится, бегает. Ага. Тот же Алеша, те же дети. Вот в последний год мы в этом году помогли Диане Будищевой. Вот когда дети рядом чувствуют, видят, вот это самое главное, я считаю. И вот за мной стоят дети, учащиеся 10 В-класса. В этом классе такое направление работы, как благотворительность, ведется с 5 класса. Да, и это с помощью классного руководителя Надежды Афанасьевны, с помощью родителей. Вот таких классов у нас много, таких детей у нас много. Ну, сейчас наверняка сами расскажут дети. И рядом со мной находится Надежда Афанасьевна. Именно ее класс, сейчас они уже в 10 В-классе. Начиная с 5 класса, именно этот класс занимается активно благотворительностью. Надежда, расскажите, пожалуйста, насколько это важно прививать детям со школьных лет делать добрые дела? Так, всем добрый день. Основным, я думаю, самым главным направлением моей воспитательной работы является привить моим деткам добро, уважение, целеустремленность, организованность. Я думаю, это основные качества для современного подростка. И благотворительностью, как сказала Оксана Ивановна, мы занимаемся не первый год. Так, я вот на руках держу добрый дневник. Тут все наши добрые дела с 5 класса. Ага, мы сотрудничаем с благотворительными фондами, как Харысхал. Вот буквально 1 сентября мы участвовали в благотворительной акции «Наши дела святы завянут, а наши добрые дела не завянут». Также мы сотрудничаем с Новым Бором, с благотворительным фондом «Подросток», с «Праздник жизни» и так далее. Ну и наш друг Добрыня Антон Васильев, мы с ним очень тесно работаем, ежегодно выходим на субботники, на чистку территории нашего города. Так, и не могу не похвастаться, что за этот дневник, за добрые дела мы в этом году выиграли грант в размере 100 тысяч фонда будущих поколений. Мы этим очень горды, что наконец-то наш труд, наши дела дали такой результат. И мы думаем, что это 100 тысяч подарок к столетию нашей родной 17-й школы. Нынче мы отмечаем столетие школы. Занимаясь благотворительностью, дети не только учатся общаться, они выходят на субботники, сажают деревья, цветы, учатся быть добрее, чутче к другим. Ребята, как волонтеры, участвуют во многих акциях, проводят традиционные уроки доброты с детьми с ограниченными возможностями здоровья. И вот мы сейчас подойдем к школьникам этого класса, 10 В-класса, и спросим у них, насколько это важно делать добрые дела. Здравствуйте, хотел бы представиться для начала. Меня зовут Кузнецов Сергей. Лично для меня добрые дела – это способ как-то заложить моральные ценности, как-то воспитать нынешнюю молодежь, поскольку в современном мире, где материальные блага стоят на несколько голов выше, чем моральные ценности, заниматься благотворительностью, я считаю, очень важно, поскольку именно они, как я уже сказал ранее, закладывают в молодежь очень важные моральные ценности, воспитывают как-то. И поэтому я считаю, что это очень важно, поскольку в современном мире можно очень легко очерстветь душой. И благотворительность, как ни странно, помогает нам, соответственно, не очерстветь душой. А насколько тебе важно делать благотворительные дела? Мне очень важно делать благотворительные дела. Я хочу представиться, меня зовут Бурнышов Кирилл. И, получается, я хочу дополнить еще раз волонтерство и благотворительность
закладывает фундамент положительных качеств, таких как оптимизм, ответственность, организованность и коммуникабельность, а также помогает завести новых друзей и связей. Ну а мы продолжим. Чтобы делать добро, не всегда нужны посредники, но гораздо эффективнее оказать помощь тому, кто в ней нуждается, если делать это организованно. Именно об этом мы должны помнить и говорить сегодня, Международный день благотворительности. Юлия, у меня на этом все. Мы прощаемся с вами. Спасибо, Ульяна. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Ульяна Шагина. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдании 12 градусов со знаком плюс, ветер 1 метр в секунду. В Ленске ветер также дует со скоростью 1 метр в секунду, а столбик термометра остановился на отметке 6 градусов выше нуля. В столице Алмазного края в эти минуты плюс 9, штиль, а за окнами жителей Нерюнгри плюс 12, безветренно. В Якутске прямо сейчас 13 градусов тепла, скорость ветра 2 метра в секунду. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий. Еще больше информации на нашем сайте yak24.ru.